Не родилась гагаузской, но стала гагаузской. Так говорит про себя Раиса Орлёгла, жительница села Копчак. Имеет 35 лет стажа медицинского работника. Она приехала в село Копчак с севера Молдовы, Единецкого района. Говорит, и не думала, что когда-то окажусь здесь, но судьба решила иначе. Родом она не из богатой семьи. Папа был комбайнером, мама домохозяйкой. Всего в семье было 3 детей, 3 сестры. И действительно, ее судьба повернулась так, как она вряд ли могла подумать. После завершения учебы в Кагуле в 1961 году по направлению ее отправили в село Копчак. В те времена она вспоминает со словами «это было что-то страшное», но благодарна людям за то, как их приняли. Приехала я с севера Молдавии, Единецкого района. Приехала по направлению, закончила училище в этом в Кагуле, и нас по направлению посылали. Мы попали в Копчак. В Копчаке была больница. Это даже мы хорошо попали, так сказал главврач, что нету нигде больниц, только в Копчаке. Это был 1961 год, когда я приехала. Папа был комбайнер, мама домохозяйка. В семье нас 3 дочки. Вот они все. На вопрос, как пришла к тому, что хочет работать в больнице, отвечает не как все. Раиса Федоровна рассказывает, что она не мечтала, как многие дети, работать в больнице, но случай, который произошел в детстве, все изменил, и судьба опять распорядилась по-своему. В 7 классе я попала в больницу с этим ревматизмом, да. Очень долго лежала, там помогала сестрам раздавать лекарства, мне понравилось, я решила закончить школу и буду учиться на медсестру. И так и вышло. Училась в Кагуле, поэтому попала к вам. Тогда так было. Первое время своей работы было тяжело, рассказывает наша героиня, хотя главврач их успокаивал, говоря, что им повезло попасть сюда. После приезда вместе с коллегами ее отправили на патронаж, где они ходили по домам и осматривали детей. Приходилось выполнять любую работу, которая была. Читала лекции в кварталах, дежурила в стационаре. Особенно Раиса Федоровна вспоминает прививочные дни, когда детей было так много, что приходилось вставать в 6 утра, чтобы успеть. Мы не знали гагаузского, люди не знали русского, так, разбирались. Ну, постепенно, правда, мне повезло, я знала молдавский язык. У нас в селе были половина молдаване, половина хохлы. И я научилась так, общались же в школе и все. Это мне помогло. По приезду нас посылали на патронаж. Тогда не было, как сейчас, все, ничего не было. Мы патронировали детей, взвешивали детей на дому кантаром с пеленкой. И это, прививки делали, лекции читали. И в стационаре дежурили. Так было, не было всего этого. Приходилось прививки делать, вставать в 6 часов утра, потому что когда выходишь на улицу, а детей было много, и это сразу врачка, и ничего не сделаешь. Приходили в 6 часов утра, чтобы успеть, когда родители дома. И взрослым делали прививки на дому, по кварталам читали лекции. В общем, интересно было. Раиса Орлёгла прожила вместе со своим мужем 37 лет. Она признается, она думала, что уедет с села, но встретила своего мужа, они поженились, и так сложилось, что осталась. Но Раиса Федоровна подчеркивает, она ни о чем не жалеет, она довольна, как сложилась ее судьба. Встретила Володю, думала, что уеду, все старалась, чтобы уехать, но приехал с армии, нашли друг друга, осталась у вас тут навсегда. Не верится, но уже так. Как в вашей песне говорят, Гагауз дом, Гагауз калдым, а бян Гагауз олмадым, Гагауз калдым. Так у меня получилось. Ну, спасибо, я не жалею ни о чем. Раиса Федоровна дала напутствие молодым, кто хочет стать врачом и трудиться в сфере медицины. Всем желаю, чтобы относились к больным так, как бы хотели, чтобы отнеслись к ним. Думаю, что этого хватит. Раису Орлёглу знают и уважают в селе. Она уже давно здесь стала своей. И по сей день люди приходят к ней за помощью, советуются по поводу здоровья. Она рада, что ее помнят и не забывают.